Добрый вечер, наши дорогие телезрители, зрители. Сегодня у нас в гостях очень хороший, красивый активист нашей республики Самир Аспанол. Спасибо, что вы зашли в наш эфир и не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня хотим напомнить о том, что какой день? День бездомных животных и День офицера. День офицера, кстати, да. И мы поздравляем всех молодых офицеров, всех лейтенантов, которые в этом году только начали работать в должности офицера и так далее. То есть поздравляем и успехов в вашей нелегкой профессиональной деятельности. Ну и переходим к сегодняшнему нашему гостю. Добрый вечер, Самир. Друзья, всем привет! Я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы знаете, что у нас завтра День российского флага. Тоже будут некие активности у нас в городе происходить, в том числе большинство, конечно, в онлайн формате и в офлайн. Так что всех призываю присоединиться. Вот в группе Агентства по делам молодежи тоже есть анонсы, информация про данное мероприятие. И, кстати, мы специально ко Дню флага разработали маску. Вы можете примерять и отмечать страницу Агентства по делам молодежи в Инстаграме. И тем самым, возможно, самому оригинальному выйдут какие-то призы. То есть самым оригинальным будут призы. Но это будет известно уже завтра. Рекламная пауза была, да, только что. Самир, расскажи, чем занимаешься, откуда ты родом и вот кто ты? Я родом из Чахольского Кожуна, села Чахоль, родился в Кызыле, но всю свою сознательную жизнь жил в Чахоле, вырос там, школу закончил. Начинал свою волонтерскую общественную деятельность школьного активиста. Потом мы с ребятами создавали молодежную организацию внутри района. После мы вышли на региональный уровень, нас стали приглашать ребята, наши коллеги с Министерства по делам молодежи и спорта, тогда было, да. Мы начали активно участвовать в жизни региона, принимать участие в молодежных мероприятиях. Я переехал в город, поступил в транспортный техникум, там обучился 3 года. Первая организация, которую меня пригласили, это «Молодая гвардия». Тогда руководителем была Айлана Бюльбю, наверное, все знают ее. И я в Кызыле начал свою активную деятельность с молодой гвардией. Потом руководил и участвовал в городских мероприятиях. Тоже с ребятами с моей столицы. Тоже, если кто-то смотрит, кто-то был активистом или есть активистом моей столицы, молодой гвардии, я передаю всем привет, поздравляю с наступающим праздником. Да, Днем российского флага. Что касается Дня бездомных животных, я хочу немножко... Что вы сделали? Да, что мы сделали сегодня, потому что мы с командой стараемся везде, во всех мероприятиях участвовать. Мы передали в общество защиты животных Атика 50 килограмм корма для собак. И также мы, даже несмотря на дождливую погоду, мы распространяли буклеты о том, что в обществе защиты животных можно бесплатно провести стерилизацию своих питомцев. Своих питомцев прийти, они уже более 4000 собак, кошек, они стерилизацию провели, и сейчас они, получается, их попечение, да, более 1000 тоже собак и кошек, и я думаю, что среди тех людей, которые сегодня смотрят сегодняшний стрим, прямой эфир, я думаю, очень много ребят
неравнодушных, отзывчивых. И вы знаете, да, в Инстаграме, в социальных сетях есть у них аккаунты, страницы. Призываем всех тоже призываем всех помогать приюту, да, приюту общества защиты животных, информационно как-то их поддерживать. Если вы не можете там кормом помочь, да, вы можете своим друзьям рассказать о том, что вы можете там четвероногого там наших друзей взять к себе домой, и также вот проводить вот разъяснительную работу о том, что нельзя никогда вот бросать на произвол судьбы там кошек, собачек, чтобы они были, ну, в безопасности, и помогать вот нашим организациям благотворительным, и участвовать в их деятельности. Призываю к активной общественной деятельности. У Вот. нас программа монологи, походу. Да, спасибо большое, Самир, и призывая всех наших зрителей помогать благотворительным фондам, особенно, в частности, сегодня прозвучал Общество защиты животных Хатико, и хотим мы вам напомнить о том, что вы можете прям в этом же прямом эфире задать ваши вопросы, оставив их в комментариях, а мы озвучим нашим гостям. Также сегодня по итогам нашего сегодняшнего прямого эфира у нас вот здесь вот внизу будет информация о том, что самому оригинальному, не знаю, крутому, как-нибудь потом в конце выберем одного из вас, будет приз. И тем самым мы уже продолжаем наш прямой эфир. Вот, Самир, как ты пришел, ну, то есть пришел в молодую гвардию через Айланну Бульбу, и вот чем сейчас занимается молодая гвардия? Кроме того, что они 50 килограммов формы. Вообще, что это такое молодая гвардия? Да. Почему именно молодая? Молодая гвардия, это у нас является общественная организация, которой мы молодых людей вовлекаем в общественную деятельность. После, когда они станут успешными общественниками, волонтерами, там научатся реализовывать проекты, коммуницировать с людьми, общаться, мы стараемся, чтобы эти люди стали политиками, госуправленцами. У нас школу молодой гвардии, очень много ребят, активистов прошли, я могу там имена сказать, это Артыш Мангуш, Азяну Вангур, Антон Куру, Станислав Оюн. Очень много ребят прошли данную школу, да, и стали успешными людьми, реализовались в той или иной сфере. Даже если, несмотря в политической, если сфере не удалось у них, но они стали вот людьми, которые сейчас на данное время современная молодежь как-то на них равняется, учится у них и с ними, ну, то есть ведут общение, работают. Вот, что касается проектов, у нас, получается, есть проект «Добро действий», мы помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, мы помогаем вот Обществу защиты животных, это у нас уже вторая акция. Мы посмотрели, что у нас есть в России 85 региональных отделений молодой гвардии. Вот работа зоозащитниками в других регионах, я посмотрел, что очень развито, и мы в этом году с командой решили попробовать с ними поработать и договорились еще о том, что они будут в скором времени уже начинать строить уже более такой большой приют, да, большой приют там с вольерами, чтобы все условия были, и мы договорились, что ребята тоже согласны, вот активисты, мы договорились, что будем им помогать в данной работе. Также Молодая гвардия не хочет себе, не знаю, под свою защиту взять, не знаю, несколько собак из числа, скажем, воспитанников Хатико. Воспитанников Хатико.
Если у наших ребят есть желание, стремление, это главное же ответственность тоже, что надо отвечать за этого подопечного. Ну, если такие ребята будут, конечно, из наших числа, наших активистов, то тоже хорошая идея, чтобы взять патронаж несколько шиночков там. А как Вот. к вам записаться, позвонить тебе или кому-то там, или что-то такое? Или нельзя записываться, это тайна общества? Нет, к нам можно приходить с 14 лет. Мы ждем всех молодых активных ребят. 14 лет у нас, у других организаций есть, я знаю, что есть ограничения, они до 35 лет или до 30. А у нас, у молодой гвардии, мы читали устав, что там можно и в 40 лет прийти, хотя у нас есть мы от 17 местных отделений, один из руководителей местного отделения, Лухемска, может, она здесь смотрит, Чагана Александровна, она, ну, ей там лет 40. Она сама говорит, что мне лет 40, я самая старшая там молодогвардейка, молодогвардеец, и активно участвует в нашей жизни. Вот, хотелось бы рассказать про наши успехи, что нам Так, удалось. Сейчас. Сейчас. Нам придется тебя прервать, потому что говорить очень много, а мы хотим тут, так скажем, лоббировать интересы наших подписчиков. Ты не рассказал все-таки, как попасть, куда написать, кому позвонить. Вот. Ну, Куда Да. написать, кому позвонить. Все, лишнего не надо будет. Да, ухожу от ответа. Вот, пишите мне в социальные сети, я есть везде, ну, Это больш- кто? ну, Самир Аспанов, Вот, Самир Аспанов, ВКонтакте, Инстаграме, можете в Фейсбуке даже можете написать, если хотите. Можете, мой номер я могу продиктовать, если сейчас можно. да? Можешь, диктуй. да. А, Там еще номер 900 есть, если что. Да, 923 550 02 08. Вы пишите, звоните, мы всегда рады. Все. Да, мы знаем, что вы рады. Так, дальше. Тут Вячеслав Нефанов спрашивает, как в целом оцениваете работу молодой гвардии? Да, хотелось бы рассказать про наши успехи. Нет, тут идет Оценивать, не да, про успехи, да. а прям вашу оценку. Вот давайте Давайте по определимся. пятибалльной Да, шкале. по пятибалльной, 1 это плохо, 5 это много. В Вот смысле, смотрите, хорошо. коллеги, смотрите, я не могу свою работу оценивать объективно. Вот могу сказать, что у нас среди 85 региональных отделений молодой гвардии каждый месяц проводят критерий эффективности. Критерий Ну, эффективности, рейтинг эффективности. И есть там соответствующие оценки, да? Там красная. Ну, давай так. На каком месте вы находитесь по России? По России у нас Если нет. это можно озвучить. Да, по России у нас нету, нету мест, да, нету вот такого ранжирования. У нас есть, вот я говорю, что если ты хорошо работаешь, ты в красной зоне, если ты... Так, вы в какой зоне? Если ты плохо работаешь, плохо работать в красной зоне, если хорошо работать в зеленой зоне, начиная с октября месяца, а мы начинали с августа прошлого года, мы уже каждый месяц попадаем в зеленую Зелёную, зону и являемся по Сибири, по России одним из самых эффективных региональных отделений. Это по признанию Центрального штаба. Отлично. Про оценку могу так сказать. Вот, ежемесячно они становятся, нет, не становятся, а являются Да. участниками, так скажем, красной зоны молодой гвардии, да? Нет, зеленый. Прошу прощения, Красная зеленый, зона да. это плохо. Красная зона не про нас. Так, вот еще вопрос. Много ли молодых людей заинтересованы в деятельности молодой гвардии? Да, у нас есть, я сказал, 17 местных отделений. У нас в учете членов нашей организации состоят более 200 ребят. Это они приходят, уходят, есть, как у всех организаций молодежных, есть текучка. Мы набираем людей, люди там приходят, пробуют и уходят. Ну, более 200 ребят по всей республике, У нас очень активные кожуны. Я удивился, когда мы начали работать Толжинским районом, он у нас был в лидерах, да, в лидерах, несмотря на то, что на отдаленность и на какие-то вот маленькие проблемы, да. Вот. Так, да, тут очень много вопросов, именно прям, мне кажется, о том, что
Молодой гвардии люди интересуются, хотя там двое Или, пишут может, комментарии. с Амиром люди Да. интересуются. Нравится ли вам ваша деятельность? Вот в молодой гвардии нравится работать? Ну, если бы мне не нравилась моя деятельность, я бы не занимался, не сидел бы тут с вами. Вот, мне, конечно, нравится моя деятельность, я помогаю людям, приношу пользу своему народу, землякам. Вот это мотивирует. Так, сейчас мы маленькую, так скажем, ремарку сделаем. Юля, тебе привет из 7-й школы. Привет! Седьмая школа, записывайтесь в молодую гвардию, если, ну, Вот, школьники. да, будьте активистами. Да, будьте Потом активистами. будете, как я, здесь сидеть. Да, или здесь сидеть Просто я можно. 7-ю школу закончила, ты, наверное, мои дети. Да. Вот, еще один вопрос. Как добиться успеха в вашей гвардии? Молодой гвардии В добиться. вашей гвардии. Как тут написано. Старой гвардии или молодой гвардии? А есть еще Ты старая старая, да, гвардия? Ну, старая гвардия, это ветераны нашей организации, бывшие А. активисты, ну, мы так обычно шуточно называем их. Мгм. Вот, в молодой гвардии вы приходите, у нас есть разные направления деятельности, у нас очень, вы, наверное, если смотрите, ну, посмотрите, ребят, посмотрите, у нас есть социальные сети, у нас есть 2-3 человека, которые занимаются социальными сетями. Они пишут посты, фотографируют, пишут тексты, они подают... 2 или 3? Ну, 2 или 3, и они меняются. Какой был Они вопрос? меняются. Что? Вот, Добиться успеха. да, вот Ага. есть разные направления нашей деятельности. Мы проекты, информационные направления, работа с местными отделениями. Когда человек приходит в нашу организацию и показывает себя в вот этих направлениях, мы даем прям целое направление. Люди удивляются, мы думаем, что мы пришли раздавать листовки. Люди думают, ну, раздавать листовки, там потусить, побегать, потанцевать. Но нет, мы всегда стараемся, чтобы этот человек какой-то свой навык, скилл, да, вот у нас развивал. И насчет развития они становятся постепенно там руководителями проекта. Сначала мы доверяем им, да, потом они там идут моими заместителями, потом они могут уже там, Тебя занять- да, свергнут, меня, свергнут да, тебя. Занять твое свергнут место. меня, потому что есть очень много Подожди, я, подожди, а ты кто, получается? да, руководитель Вообще регионального штаба, Регионального да, штаба. в Да, молодой я гвардии. пропустила. Да, вот в этом году мне очень, я удивила то, что ко мне пришли 11 класс, да, 11 класс, ребята из гослицея, там, ребята из других школ, они сказали, что мы хотим отдать долг своей родине. Это было, конечно, очень смешно и очень мило, там, мы все со Тебе своими... самому сколько лет? Мне 21 исполнилось, у меня Вот 2 смотрите, в августа. 21 год можно стать целым руководителем регионального штаба, да? Да, вот если будете активно участвовать не Поздравляю. только в молодой гвардии, но и есть очень много организаций по интересам, да, общественных, молодежных. Вот, У каждого я думаю, есть шанс, да? про вопрос, Так. как добиться успеха, рассказал, да? Ну, Ответил. Ну, да, мы поняли о том, что сначала пишут посты, потом руководителем Проекты. проектов, направлений, заместителем, Да-да-да. руководителем, да? Мы правильно Потом поняли? подсиживает там, меня, да. да. Ну, Да. короче, нужно Да, стараться ну, постоянно. Ну, в целом поняли, если у кого-то есть дополнительные вопросы, тоже можете задать во всех его социальных сетях, Самир Аспанол найдете, ему напишите. Ну и мы переходим к следующему вопросу. От кого вопрос? Илья Чехов, как... Ну, давай этот вопрос переформулируем так. Кем ты себя видишь в будущем? Вот поработал в молодой гвардии, не знаю, до 30, 40, до 25, Или ты неважно. планируешь прям до конца своей жизни отдаться этому делу? Да, Да. состариться и сидеть там молодогвардейцем, да? Вот, мои будущие планы, будущие ближайшие, ну, будущее, да? Будущие планы. Я хочу стать... Депутат? Угадал. Я хочу стать тем человеком, который уже успешно реализовался и этот человек востребованный в данном современном развивающем мире. Ну, востребованный это как? Востребованный Ну, это нет, я понимаю, что востребованный это нужен. А вот нужен. по твоему понятию сейчас какие люди востребованы в современном мире? Да, хотелось бы, вот,
В нашем современном мире очень сейчас на данное время востребованы люди, которые занимаются с интернет-коммуникациями. Вот. Блогеры. Ты хочешь стать блогером? Нет, ну, у меня нету такой цели, но у меня вот недавно был форум «Территория смыслов», мне одна моя знакомая говорит: ты микроинфлюенсер. Я такой: что это значит? Ну, тот человек, который ведет свои социальные сети активно. Вот, я стараюсь всегда освещать свою общественную жизнь. Вот, про будущее, вот, я хочу стать востребованным человеком, участвовать в больших проектах, может быть, там, информационных, да, политических проектах. Также есть мечта, там, планы стать, попробовать себя политикой, там, попробовать участвовать на выборах, там, начать со своего села там, или города, вот, стать депутатом города и попробовать уже на более ответственном посте с новыми возможностями и решать вот проблемы, которые мы тоже решаем на данное время, но уже более такого серьезного взрослого подхода. Вот. Ну, и у тебя есть вопросы? Тут есть просто комментарии, я могу задать. Можем не задавать. Ну вот, смотрите, вы сегодня сказали, что сегодня вот вы отвезли в Хатико 50 килограммов корма. То есть вы сами скидываетесь или вас кто-то спонсирует? Если это можно озвучить, то, пожалуйста, расскажите нам. Да, у нас корм, знаете, сколько стоит? 2000 рублей. 2000 рублей это... Это с ваших карманов или... Да. Мы 50 иногда... килограммов 2000. Да, 2000 рублей. 50 килограммов. 50 Да, или 1 килограмм? 50 килограмм, 2000 рублей. Мы иногда на свои мероприятия скидываемся, иногда помогают наши партнеры. Партнеры очень разные, там государственные какие-то органы, частные какие-то люди, да, вот привлекаем спонсоров, партнеров, работаем на А вы равных. им что взамен даете? Взамен мы можем поволонтерить на их мероприятиях, рассказать тоже про их какие-то проекты молодым. И очень много иногда бывает, что люди не могут найти контакт с молодыми людьми, как на них выйти. И вот мы пытаемся через свои соцсети, через учебные заведения, через своих знакомых находить им в любом другом проекте молодых активных людей. Ну, тут у нас есть один вопрос. Вот как, не знаю, твои... А почему на вы-то? Ладой, привет. Да потому что когда-то удобно разговаривать на вы. Так, как люди реагируют на вашу деятельность? Ну, даже не люди, вот люди, пусть реакции все равно у людей будут. Вот как реагируют на твою деятельность твои родные, там, друзья, они поддерживают тебя или не поддерживают? Да, когда мы начинали с 2014 года, люди не понимали, кто такие волонтеры. Но я сегодняшний пример могу рассказать, что мы... Давайте вернемся Да, к вопросу. да. Поддерживает семья? Да, Вот так, да? Я хочу рассказать о том, что у нас нету своей машины, мы, конечно, вызываем такси вызываем, и вот мы загружали все, что мы купили. Вот, загружали, и таксист так интересуется, говорит: вы волонтеры, да? Мы говорим: да, волонтеры, вот сейчас едем в Хатико. Он говорит: очень крутая у вас деятельность, я вас поддерживаю. И вот такие вот слова и со стороны родных и близких, и со стороны знакомых и незнакомых людей очень мотивируют, творить добрые дела и заниматься общественной деятельностью. Вот ты на меня смотришь, у тебя прям глаза добрые на самом деле. Итак, Самир, скажи, давай, своими добрыми глазами, что ты хочешь сказать, не знаю, давай скажем, твой девиз молодежи. Вот. Напоследок, да, это самый последний вопрос, потому что у нас еще впереди 2 гостя, и вот последний вопрос. Ага. Да, в 2016 году я был в океане, и океанский девиз: живи, твори, мечтай. Вот.
Вот. Я тоже была в океане. Да, если кто был в океане, можете там огоньки поставить в комментариях. Ну и вот так вот, друзья, вот Будьте как Самир. да, живите, творите и мечтайте вместе с Самиром Аспанол и со всеми, как правильно, океановцами. Ну, артековцы. Океанцы. Океановцы, ну, короче, неважно. Неважно. Суть вы поняли. И, ну, Вступайте. да, спасибо большое, Самир. Если к Самиру у вас будут дополнительные вопросы, можете написать в комментариях. Он прям лично будет отвечать на все ваши вопросы, на которые мы не задали. Кстати, вчера в эфире он же у нас выиграл подарочек. Может, мы сейчас его вручим? Да, вчера, вот, понимаете, вот сегодня, вот, если вот что-то произошло в вечерней Туве, то сразу, вот он. Вот он. Если в вечерней Туве что-то происходит, то сразу на следующий день, то есть на следующий эфир, так скажем, да, то есть наши гости становятся участниками. Вот то же самое. Вот. Юля пришла на эфир, осталась ведущей, Самир пришел, выиграл и заодно Вот. пришел на эфир. Вчера Эдуард Борисович Борисович, да. Шандар отметил твой комментарий за молящиеся смайлики. И он передает тебе горячий привет, желает самого лучшего. 500 рублей с тебя. Там скажи спасибо, не знаю. Да, вот, Эдуард Борисович. прям- Спасибо Эдуарду Борисовичу за такой презент. Я буду тут попивать кофейка и думать о... Эдуард Борисович. Да, Я вас люблю. да, смотреть ваши прямые эфиры. Да, Вот. все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дальше у нас очень интересные гости из Питера. We'll be right back.